Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. И вновь я возвращаюсь к недельной давности посланию главы Республики Саха-Якутия Государственному собранию Ил-Тумен и к той его экономической части, в которой речь шла о поддержке несырьевых секторов промышленности. Считаю, что в дальнейшем особые усилия нам стоит сконцентрировать на поддержке развития обрабатывающих производств, прежде всего ювелирно-гранильного производства, лесопромышленного комплекса и легкой промышленности. Эти отрасли находятся пока в тени, хотя при соответствующем подходе их вполне можно вывести в число драйверов региональной экономики. Они призваны дать новые рабочие места, уменьшить прямой отток денежных средств из Якутии. Приведу еще одну короткую цитату из послания главы республики. Нынешние экономические реалии еще раз подчеркивают ценность долгосрочного стратегического планирования. Конец цитаты. Но даже и среднесрочные экономические планы могли бы помочь упомянутым отраслям выйти из тени и не зависеть только от потребительского спроса. Во всяком случае, двум – лесопереработке и легкой промышленности. Андрей Анатольевич, давайте по порядку. Начнем с деревообрабатывающей промышленности. Все-таки Республика Саха уникальная по своему значению и богатству по лесу. Это даурская лиственница, которая очень много запасов у нас на территории, расположена в 4 районах основных. Это в основном юг, Алдан, Алекминск, Ленский район и Усть-Майский. Как известно, в 80-е годы мы заготавливали очень много бревен, изготавливали пиломатериалов. Но на сегодняшний день этот рынок как раз для нас очень, очень сложный. В первую очередь он связан с конкурентами, которые есть рядом с Республикой Саха в лице Иркутской области, где очень много леса, дешевые энергетические тарифы, заработная плата у них ниже, и тем самым они заходят на наш рынок. Но тем не менее необходимо сказать, что потенциал у Республики Саха есть. Мы являемся одним из крупных районов республики, который занимается лесной промышленностью. Мы раньше заготавливали, перерабатывали до 200 тысяч тонн, то есть кубов леса. На данный момент мы перерабатываем 60-70 тысяч всего. Да, и есть у нас и базы, есть люди, есть у нас целые поселки, которые занимаются чисто лесом. Специалисты связывают ближайшую перспективу восстановления отрасли в первую очередь с расширением экспортных поставок, уже возобновленных за последние 2 года. Во-вторых, Министерством промышленности разрабатывается программа развития лесопромышленного комплекса, в которой основной акцент сделан на домостроении с использованием экологически чистых пиломатериалов местных изготовителей. Однако за время спячки отрасль покрылась эрозией проблем. И, наверное, главное из них – это устаревшая лесоустроительная документация. А что это такое? Лесостроительная документация – это как раз инвентаризация лесов, в каком они состоянии у нас находятся. Есть спелые, переспелые леса и так далее. Вот эта работа была произведена 25-30 лет назад. На сегодняшний день мы только в прошлом году совместно с Департаментом по лесным отношениям изыскали возможность выделить на проблему на эту 20 миллионов рублей. И для себя мы определили перспективные участки, которые на сегодняшний день в первые 2 года должны заработать. Это Алданский район и Алекминский. Как раз те районы, где у нас есть законсервированные объекты лесопиления. Если этот вопрос сегодня поднялся на государственном уровне, для нас это, я считаю, это очень хорошее решение будет. И мы только 2 руками за, чтобы вот эта отрасль развивалась, для того, чтобы, конечно, первое, это освоение наших лесных богатств, и второе, это, конечно, доходность всего населения района. Мы планируем у себя в программе совместно с Департаментом по лесным отношениям наладить эту работу на постоянной основе, чтобы наши леса в 4 потенциальных районах УЛУСах были проведены лесоустроительные работы. Это нам поможет впоследствии зайти непосредственно пользователям лесов
и заготавливать пиломатериалы. Сейчас есть огромный риск для этого. Следующей из проблемы в лесной отрасли является отсутствие магистральных дорог. Мы понимаем, что в 60-е, 70-е, 80-е годы магистральные лесные дороги строились за счет организаций, которые там работали, но на сегодняшний момент они практически отсутствуют. Для этого мы изучили опыт тех регионов, где развита эта отрасль. И сделали для себя выводы, что необходимо, во-первых, изыскать средства и предусмотреть в программе на выделение и строительство магистральных дорог как из Республики Саха, также и с привлечением средств с федерального бюджета. Это является обязательным условием. На сегодняшний день также прорабатывается вопрос использования местных пиломатериалов на рынке Республики Саха. Легкая промышленность. Состояние сегодняшнее и дальнейшие перспективы. Я оцениваю, что остались на этом рынке только сильнейшие. Нельзя говорить о легкой промышленности, как мы говорим об Ивановской области, да? Где есть центральная Россия, так скажем, есть и ресурсы, есть сырье для его. Практически тот опыт, который есть, он у нас неприменим. Мы сегодня акцентируем внимание легкой промышленности в части того потенциала, который у нас есть. Потенциал наш в природных ресурсах. Для легкой промышленности это пушнина и кожа. Этим мы богаты, и именно эти материалы используют, прямо скажем, немногочисленные отраслевые лидеры. Кстати, представители среднего бизнеса, внимание которым также было уделено в послании главы республики. Это очень хорошая тенденция, и мы должны правильно вот это послание изучив, правильное предложение преподнести. И, соответственно, вместе с нашим Министерством промышленности разработать региональную программу развития легкой промышленности. Мы эту позицию озвучили в апреле, когда было совещание у главы, и глава соответствующие поручения уже дал. Все-таки в основном вы производите продукцию для реализации на внутреннем республиканском рынке или выходите на внешние? Наша точка безубыточности – это потребительский спрос населения. Мы живем, наша экономика предприятия на сегодня образуется чисто от потребительского спроса населения. Да? Мы заготавливаем соболь. Соболь, якутский бренд. Да? К сожалению, мы ее продаем на международном аукционе в Санкт-Петербурге. В прошлом году состоялся 198-й уже аукцион. В этом году будет 199-й. Вот этот мех, он слишком дорогой, и нам приходится ее уже реализовывать вне республики. Мы стараемся выйти на другие рынки, но в то же время мы должны сперва удовлетворить местный рынок. А емкость рынка это позволяет? Спрос населения есть, по кожаной обуви есть. Ну вот по унтам, можно так говорить, да, меховой обуви, мы уже дошли до определенного параметра, мы делаем порядка 4000, и мы на этом остановимся. По кожаной обуви, да, действительно спрос населения есть. Это в основном идет детская обувь, спилковая. В нем есть, и, соответственно, наши партнеры, наши товарищи из Поднебесной, они тоже предлагают услуги. Но мы стараемся, не стараемся, а мы конкретно делаем эту обувь из натуральных составляющих, натуральных вспомогательных материалов, мы используем конкретно овчину. За счет этого мы к потребителю уже даем гарантии, что оно будет теплое. Мы на сегодня уже должны выпустить в следующий год ту продукцию, кожевенную продукцию, которая должна тоже пойти на экспорт. Есть уже заинтересованность предприятий Японии, опять же, Китайской Народной Республики, да, есть заинтересованность европейских партнеров. А почему вы сказали, к сожалению, когда упомянули о Санкт-Петербурге? К сожалению, потому что такой хороший мех хотелось бы реализовывать здесь.
и на другие рынки Российской Федерации. А пока ценный мех отправляется в Европу и возвращается в виде готового товара с соответствующей добавочной стоимостью. Стоп! Этот курс на сырьевое развитие экономики. И он не в состоянии обеспечить массовое создание рабочих мест, которое должно стать основой новой сегодняшней экономики, без которой нельзя решить ни одной из наших проблем. Ни жилищной, ни повышения заработной платы, ни увеличения доходной части бюджета. Создание рабочих мест, мы этот вопрос сейчас прорабатываем и внесем в правительство, чтобы здесь организовать какой-то вот наподобие технопарка, условия, да, для работы, чтобы люди могли прийти и работать на нашем сырье, в то же время они делая заказы и в то же время зарабатывая. Опять же, у нас же есть много талантливых людей, которым должны сделать какие-то предпосылки, чтобы они могли с чего-то начать. И с этим вопросом вы будете выходить в правительство Республики Саха-Якутия. В ближайшее время мы такое предложение внесем. Вы видите какие-то точки роста? Мы должны по некоторым позициям увеличивать рабочие места, увеличить производство. Да, мы сейчас думаем над этим, но опять же оно приходит требует финансовых вложений. Опять же, и на сегодняшний день недоступность длинных кредитных средств с институтов, финансовых институтов, это нас, конечно, нам мешает работать. Опять же, это сложилось, вот мировая конъюнктура, да. И есть определенные кредитные институты, да, финансовые институты, с которыми мы все-таки договорились для получения определенных инвестиций. Бренд, который на сегодняшний момент есть, унты и наши меха, это обязательно необходимо его двигать на нашем рынке. Но для этого, еще раз подчеркну, необходимо поддержать эти компании, выйти как-то на более новый уровень именно обработки и подачи всей из продукции, которая будет делаться на предприятиях легкой промышленности. Итак, руководствуясь простым здравым смыслом, у традиционных несырьевых отраслей промышленности Республики Саха-Якутия, безусловно, есть перспективы. И помимо всего прочего, это и создание новых рабочих мест, и дальнейшее продвижение самого бренда республики. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.